В Арском районе Республики Татарстан есть деревня с необычным названием Опайкина Гарь. Почему Опай? Почему Гарь? Интересно же. Это место хранит не только забавную легенду о своем происхождении. Это русская деревня. История названия уходит в конец 18 века. Здесь, в 90 километрах от Казани, находилась лесная местность у истока реки Казанки. Согласно преданию, жену лесника татары называли Опай, тетя. Обычно кличку дает не просто так. Наверное, супруга лесника была заметной женщиной. Наверное, не лесник решал вопросы, а она. Потом и русские начали называть ее Опайкой. Вот эта Опайка случайно устроила здесь лесной пожар. Гарь. Выгоревшую территорию прозвали Опайкина Гарь. Гарь – это выжженный лес. А позже так стала называться и деревня. Официальным годом основания деревни считается 1819 год. Сюда переселяли ссыльных крестьян из разных мест – Чепчугов, Царицына. Жили тут русские, чуваши, черемисы и евреи. На это указывают фамилии Черемисовой, Мурзиной. Позже все обрусели. Также здесь жили потомки крестьян, которые были на службе у Пугачева. Фамилии есть Майоровой, Капраловой. В 19 веке Опайкина Гарь была довольно крупной деревней. Сейчас опустела. Одна тихая улица с несколькими домами, и то пустыми. Недалеко от деревни берет начало река Казанка, один из символов Татарстана, левый приток Волги, протяженностью около 142 километра. Здесь были фермы, спиртзавод, магазин, школа, садик. Сейчас уже ничего и нету. Одни такие дома, живут в основном пенсионеры. Дядя Вова, плохо мне совсем. На работе тысячи проблем. Сел айфон, машина подвела. Расскажи, а как у вас дела? А у нас все хорошо, все у нас нормально. Дома вот сижу, идут дожди, размыло капитально. Сегодня борщ варил, лавровый лист, что-то лишнее бросил. Взял его, да выкинул в окно, все равно ведь осень. Дядя Вова, полный кавардак. Не пойму я, кто мне друг, кто враг. Кто подставит ногу